О рабы Аллаха, о мусульмане, искренность, братья, искренность – это великий дар, данный нам Всевышним Аллахом Азза ва Джаль. Искренность, ихляс, является мерилом твоих дел. Для кого и ради чего ты их совершаешь. Искренность, ихляс – это то качество, которое сложно в себе воспитать, но плоды и результат его сладок. На дворе 21 век, и посмотрите, каким стало наше отношение к этому качеству, к искренности. На словах мы ее восхваляем, а на делах мы ее сторонимся. Любим говорить о ней, но не любим действовать по ней. Ожидаем от других в отношении себя искренности, но сами не придерживаемся ее. Хузайфа ибн Яман, сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: поистине лицемеры сегодня страшнее, чем лицемеры во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что в те времена они прятали свой нифак, прятали свое лицемерие, а теперь в открытую восхваляют его, выявляют его. И человек может красиво говорить, утверждать, что он полон искренности, но его окружение, его дела будут указывать на большее, чем то, что он говорит. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «Аль-арваху джунуду муджаннада». Души подобно воинам. Те из них, которые узнают друг друга, они что делают? Они объединяются. А те, которые не узнают, они расходятся. Из этого хадиса следует, что души, которые изначально заложены, дурные или благие свойства, тянутся к подобным себе. И поэтому праведные люди, они поддерживают отношения, дружат, общаются, любят праведных людей. А нечестивые проявляют близость к нечестивым. Имам Ибн Аль-Асир говорил: тела, в которых души объединяются и расходятся в соответствии с тем, как они созданы, по этой причине ты видишь, что хороший любит хороший и стремится к ним. И ты видишь, что плохой любит плохих и стремится к ним. Разве слова человека, который говорит нам, рассказывает нам красиво о праведности, о религиозности, будут иметь вес, если его окружение одни грешники и нечестивцы? Разве слова тех манкуртов из России, которые утверждают, что они едут сюда, чтобы делать джихад, и мечтают о том, чтобы их сыновья погибли здесь, разве их дела, их окружение не говорит нам об обратном? Разве союз из числа России, Ирана и Северной Кореи не говорит нам, что те намерения, о которых они говорят, они ложны? Разве может быть истина с теми, чьими соратниками являются шовинисты, шиитские мракобесы и отрицающие Творца Азза ва Джаль? Искренность, братья, требует от нас с вами наставлений друг другу. Если мы искренне друг с другом, если между нами есть это качество, мы хотим ее воспитать, значит, мы будем желать блага, добра по отношению к друг другу. Одним из таких наставлений, который содержится в сборнике имама Аль-Бухари, рахимахуллах, и мы нуждаемся в том, чтобы напомнить друг другу эти слова. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в которых содержится пробуждение для сердец верующих, обращение внимания для рабов Аллаха и напоминание для тех, кто уснул, пробуждение для тех беспечных, которые спят. Хадис, который краток по своему содержанию, но очень емок по своему смыслу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ни'матан махбубун фихима катирун минан нас, ас-сиххату валь фараг». Две милости,
которые упускают многие из людей. Это здоровье и свободное время. И большинство людей не ценят эти две милости, дарованные им Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля, так как не стараются посредством этих двух вещей совершить деяния, которые необходимы для судного дня. Те деяния, в которых они будут нуждаться, когда вернутся к Аллаху Азза ва Джаль. И многие люди теряют свое время. Жизнь заканчивается, и они начинают сожалеть. Но сожалеть уже поздно, уже ничего не вернуть. Ученые говорят, что хадис указывает на то, что человек может быть по-настоящему посвятить себя богоугодным праведным деяниям только при наличии двух условий, при наличии двух вещей. Это здоровье, по причине которой он может выполнить эти благие поступки. И это свободное время, по причине которой он не будет задавлен нуждой, так, чтобы он мог решать эти свои проблемы, решать эту нужду. И, быть может, человек не испытывает нужду, но у него нет здоровья. А может быть, наоборот. У человека есть здоровье, но он обременен проблемами, обременен какими-то нуждами, так что это занимает его время. Поэтому он не может себя посвятить в нужной форме, в нужной мере изучения религии и деяниям. Либо он занят своими проблемами, либо он занят своей болезнью. Те же люди, которые имеют эти два качества, те люди, которые имеют свободное время и имеют здоровье, и не занимаются праведными деяниями, не занимаются делами для дел ахира, они и есть потерпевший убыток. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал их махбун. Махбун – тот, который потерпел убыток, понесший ущерб, упустивший прибыль, обманувшийся. Задумайтесь, братья, об этих двух милостях, которые дарованы нам Всевышним Аллахом. Ас-сихха, здоровье. Это благополучие твоего организма. Это твое здоровье. Когда ты в состоянии выполнять, и тебе ничто не мешает, твои органы слуха, зрения, чувств, все работает. Аль-фараг, свободное время. Когда есть та немногая часть отпущенных тебе Аллахом дней, ночей, когда ты не занят неотложными делами, когда ты не задавлен проблемами, от которых ты не можешь отмахнуться. Но многие люди упускают эти часы, многие люди упускают эти дни, эти месяцы и даже года. Они уходят понапрасну, и люди не извлекают из них пользы. Многие не используют свое здоровье и свободное время для покорности Всевышнему Аллаху. А более того, тратят это то, что не приносит пользы, а может быть даже и хуже, тратят на то, что приносит им вред, как в этой жизни, так и в жизни будущей. Сказанное в хадисе станет ясным и более понятным, когда ты задумаешься над следующим фактом, что здоровье человека – это милость непродолжительная. Сегодня она есть, завтра ее нету. Здоровье, братья, это та милость, когда болезнь приходит неожиданно. Болезнь, она так же, как и смерть, она приходит неожиданно. Никто из нас не планирует заболеть на выходные или в те или иные дни. Однако болезнь приходит неожиданно, ты ее не ожидаешь. Точно так же, как и смерть приходит неожиданно, братья. Как болезнь, как грипп и насморк, который вы подхватили, точно так же неожиданно подойдет к вам и смерть. Если человек не использует свое здоровье и свободное время для покорности Всевышнему Аллаху, то он поистине понесший ущерб и обделенный, которому не позавидуешь. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Поэтому,
братья, приводятся слова Ибн Умара, Абдулла ибн Умара, одного из поклоняющихся сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сына второго халифа, Абдулла ибн Умар, знатока этой религии, произнес такие замечательные слова наставления: «Худ мин сиххатик лимардат, ва ман хаятик лимаутик». Возьми от своего здоровья до того, как придет к тебе болезнь. И возьми из своей жизни до того, как придет к тебе смерть. После здоровья, братья, после здоровья обязательно придет болезнь. Сегодня ты не делаешь что-то, потому что ты ленишься. Завтра ты не будешь делать, потому что ты заболеешь. А после жизни, братья, обязательно придет смерть. После жизни обязательно придет смерть. И так будет сменяться. И если человек разумный, то он будет спешить для того, чтобы совершить благие поступки. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Васари'у иля магфирати мир раббикум». И спешите к прощению от вашего Господа. Спеши и старайся использовать эти часы, это дыхание, которое даровал тебе Всевышний Аллах на этой земле. Сегодня ты здоров, сегодня ты в благополучии, сегодня у тебя есть свободное время. Используй, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь, что будет с твоим именем завтра. Ты не знаешь, имя твое завтра будет ли в списке живых или будет в списке мертвых. Если даже человек молод, если даже человек здоров и активен, то он не знает, где будет его имя, в списке мертвых или в списке живых. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Вама тадри нафсун мада таксибу гада». И не знает душа, что она приобретает завтра. Если человек не знает, где он умрет, то тем более не знает, когда он умрет. Один из великих предшественников, Аун ибн Абдулла, однажды обратился к молодым людям с такими словами: «Маашира шабаб, кад раэйна шабаба ямутун». О молодежь, мы видели так, что и молодые умирают. И в этих коротких словах он хотел обратить внимание на то, что не нужно обольщаться своей молодостью, своим здоровьем. Не нужно обманываться тем, что ты видишь стариков вокруг себя, которые дожили до преклонного возраста, и чаять себя надеждами на то, что ты доживешь до этого возраста. Ведь многие люди обманываются, смотря на стариков. Если есть старики, то они думают, что они и так же доживут до этого преклонного возраста. Но вы никогда не спрашиваете о этих стариках, а сколько из его окружения дожило до этого возраста. Из-за этого начинают допускать упущения. Во многих своих деяниях откладывают с покорностью, откладывают с покаянием. Некий человек доживает до старости, до преклонного возраста и своим долголетием вводит в обольщение целый народ, целое поколение молодых людей, которые из-за него забывают о смерти молодых и о том, что молодые также умирают. Хасан аль-Басри находился в обществе, где были старики и молодые, и обратился сначала к пожилым с такими словами: «Я ма'шар аш-шуюх, о старики, ма янтазиру bizзар'и иза балагу». Что будет с посевом, с урожаем, когда он поспел? И они сказали: аль-хасад. То есть будет сбор урожая. То есть этот урожай будут собирать. То есть человек, если достиг преклонных лет старости, то он как будто созревший посев. Для него время наступило, время жатвы, время собирать урожай. То есть смерть для него уже неминуемо близка. Но затем посмотрел на молодых и обратился к молодым с такими словами: «Я ма'шар аш-шабаб, о молодежь, поистине посев может быть побит стихией, может быть побит морозом, или дождем, или заморозком, или любой другой стихией.
до того, как он созреет. То есть не думай, что ты обязательно доживешь до старости. Не думай, что ты будешь встречать эту старость. Ведь смерть ошарашивает в любом возрасте. Тот, кто знает, что смерть подкрадется незаметно в любую минуту, то должен быть всегда начеку. Всегда должен быть, обращать внимание. Должен быть готовым и не обманываться красотами. Не обольщаться своим здоровьем, своей молодостью. Ведь среди умирающих процент пожилых небольшой. Среди тех, кто умирает, большинство это не старые люди. Если ты задумаешься и внимательно посмотришь на своих родственников, на свое окружение, в каком возрасте они все ушли, ты обнаружишь, что те, кто дожил до старости, на самом деле их не так уж и много. Значит, нужно прийти сейчас в себя, отойти от забытия, от забвения, от той беспечности, которая постигла. Нужно отрезветь от опьянения мирской жизни и начать действовать. Нужно отойти от мирской суеты и начать действовать и совершать дела людей ахира. И пусть раб Аллаха боится Аллаха в отношении того, что дал ему Аллах, субханаху ва тааля, из числа здоровья и свободного времени. И пусть стремится изо всех сил использовать это время так, как угодно Аллаху, азза ва джаль, не забывая великий завет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Иза амсайта фаля тантазиру ссабах». Если ты дожил до утра, то не жди вечера. А если ты дожил до вечера, то не жди утра. И бери из своего здоровья до того, как наступит к тебе болезнь. И бери из своей жизни до того, как придет к тебе смерть.